Открывая заседание, премьер-министр Абхазии Владимир Делба отметил положительную динамику в развитии экономических связей и подтвердил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного партнерства. Нам удалось достигнуть заметных результатов в социально-экономическом развитии. Об этом свидетельствует значительный прирост ключевых индикаторов развития экономики, таких как валовый внутренний продукт, инвестиции в основной капитал, уровень реальной заработной платы, доходы государственного бюджета, занятость населения. Достигнутые показатели являются результатом тесного сотрудничества, эффективного взаимодействия и кропотливого труда российских и абхазских специалистов. Абхазия для России надежный и дружественный партнер, заявил зампредседатель российского правительства Александр Новак, а также подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. Межгосударственный договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года определил ключевые направления нашего двустороннего сотрудничества. Сегодня мы совместными усилиями формируем единое пространство обороны, безопасности, гармонизируем законодательство, осуществляем программы развития Абхазии, модернизацию ее социальной сферы. При поддержке России в Абхазии успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, повышается уровень благосостояния проживающих в республике абхазских и российских граждан, наращиваются культурно-гуманитарные контакты и межрегиональные связи. О текущей стадии реализации государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы проинформировал министр экономики Абхазии Теймураз Микваби. На текущий момент по итогам уже анализа 2024 года уровень ВВП в Республике Абхазия составил 90,2 миллиарда рублей, что почти в 2 раза превышает запланированный государственной программой показатель и в 2,9 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2020 года, что также говорит об эффективности реализации программных мероприятий. В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления двустороннего сотрудничества в ключевых сферах экономики, включая энергетику, транспорт, туризм и сельское хозяйство. Предварительные итоги реализации программы позволяют говорить, что российская финансовая помощь в размере 15 миллиардов рублей используется эффективно, констатировал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. В 2025 году федеральный бюджет Российской Федерации предусматривает для оказания финансовой помощи Республике Абхазия 8,5 миллиардов рублей. Из них на цели социально-экономического развития 5,4 и цели осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности 3 миллиарда. По решению президента Российской Федерации на основании обращения Бадра Зурабовича в этом году республике выделена дополнительная помощь в общем объеме 3 миллиарда рублей. За счет этих средств планируется профинансировать это ремонт 22 дорог в населенных пунктах республики в размере 1 миллиарда. И на сегодняшний день, собственно, ведется работа, наверное, в окончательной стадии по утверждению смет, и я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе с коллегами освоить эти средства, потому что важное социальное направление – ремонт дорог. По итогам заседания был подписан протокол, в котором зафиксированы основные договоренности и определены приоритетные направления дальнейшей работы межправкомиссий. После церемонии подписания сопредседатели комиссии премьер-министр Абхазии Владимир Делба и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак рассказали журналистам об итогах пленарного заседания. Мы сегодня подводили итоги, хотя еще до конца текущего года у нас полгода, есть 6 месяцев, но уже сегодня с удовлетворением можно отметить, что заданные целевые показатели по реализации программы 2022-2025 в основном достигнуты. Особо было на заседании отмечено и результаты инвестиционных проектов, которые реализуются
на территории Республики Абхазия, среди которых самый важный инфраструктурный проект – это восстановление авиасообщения, реконструкция аэропорта и восстановление авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Несомненно, такой проект придал значительный импульс развитию социальному и экономическому в нашей стране, как главный инструмент для привлечения новых дополнительных инвестиций в экономику республики. Абхазия является для России важным стратегическим партнером и добрым соседом. И уже на протяжении многих лет Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Мы видим, что за последние несколько лет республика уверенно идет в своем развитии вперед, в том числе и по росту экономики, и по социальному развитию, по реализации новых инфраструктурных проектов, по росту заработной платы, валовому внутреннему продукту на душу населения. И Россия оказывает этому поддержку, в том числе финансовую, для того, чтобы республика могла самостоятельно обеспечивать свое развитие в будущем. Создаются новые инвестиционные проекты, новые рабочие места, и зависимость от внешней поддержки снижается. И это одно из направлений, то, которое было задано как раз при подготовке программы. Подписанный протокол 20-го заседания комиссии определяет конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей и создает основу для дальнейшего развития стратегического партнерства между Абхазией и Российской Федерацией. Кунда Шоу, Раму Камки, Абхазское телевидение.